Основной темой брифинга министра иностранных дел Абхазии Сергея Шамба стал документ, появившийся на днях в абхазском сегменте социальных сетей. Предположительно, протокол совещания заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака и президента Абхазии Аслана Бжания. Касательно вопроса подлинности обсуждаемого документа, глава МИД отметил, что по официальным дипломатическим каналам республики документ не поступал. Мы пытались, конечно, выяснить эту ситуацию, но нам, естественно, ответили так, как я ответил вот этим представителям оппозиции. Официально мы ничего не получали, а документ, который не пришел официально, мы не можем его определить как подлинный документ. Министр подчеркнул, что вопросы, указанные в тексте, ранее уже многократно обсуждались. Невыполнение обязательств, взятых на себя абхазской стороной при подписании договора о союзничестве и стратегическом партнерстве в 2014 году, может повлечь санкции, которые уже начали осуществляться, отметил Сергей Шамба. Так, с 1 сентября было приостановлено финансирование по ряду социальных выплат. Хотя вопросы, которые там стоят, они неоднозначно озвучивались на различных встречах, начиная со встречи президента Абхазии в администрации президента России, вице-президента, главы администрации президента, спикера парламента Абхазии, депутатов парламента. Эти все вопросы, которые стояли. Речь шла о том, что невыполнение нами обязательств, которые взяты, может повлечь за собой определенные санкции. Они уже и начали осуществляться с 1 сентября, остановлены, как вы знаете, наверное, знаете уже социальные некоторые финансирования, которые касаются врачей, учителей. Кроме того, значит, стоит вопрос о том, что отныне переток электроэнергии, с которым мы сталкиваемся каждый раз зимой, нужно будет оплачивать по коммерческим ценам. Сергей Шамба также рассказал непосредственно об обязательствах абхазской стороны в рамках подписанного в 2014 году соглашения. Все это продолжается с 2014 года. И в одном из документов прямо прописано, что невыполнение соглашений может повлечь за собой отказ Российской Федерации от финансирования дальнейшего. Разработано за это время 45 вопросов, которые с точки зрения российской и абхазской стороны должны привести к развитию Абхазии, к сближению законодательства российского и абхазского. 26 пунктов выполнены. Остались невыполненные пункты. Но в первую очередь российскую сторону беспокоили те вопросы, которые стояли сейчас первоочередными, которые в парламенте там отклонили вопросы, связанные с апарт-отелями, и там другие есть вопросы о признании судебных решений взаимных, там, по энергетике, по неправительственным организациям. Они считают, что мы не выполняем обязательства, которые записаны были в этих соглашениях. Нашли такой выход безболезненный, где вопрос с жильем временным в виде апарт-отелей, без предоставления гражданства. Это считали и российская сторона, и абхазская, что со временем это даст возможность для развития Абхазии, и им это тоже выгодно, потому что финансирование тоже бременем ложится на российский бюджет, а здесь какие-то были проекты, которые должны были привлечь сюда инвесторов и сделать Абхазию самодостаточной. Поэтому решение этих судов, поэтому по энергетике, эти вопросы экономического характера. А то, что касается этих апарт-отелей, имелось в виду, что это потянет строительный бум за собой, что само по себе является локомотивом, это потянет за собой сельское хозяйство и не имеет никаких угроз для Абхазии, поскольку это люди, не получающие гражданство. Сергей Шамба отметил, что встреча состоялась 19 августа, а протокол датирован 26 августа, и президент Аслан Бжания на его подписании не присутствовал. Поэтому подтвердить он также это не может. Единственное, что сделал президент, он сказал, что вопрос о том, что он давал какие-то обязательства, что такого не было. Это вывешено на сайте президента, можете с этим ознакомиться.
Глава МИД отдельно обратил внимание, что часть общества и представителей оппозиционных сил волнует вопрос возможного лишения российского гражданства ряда депутатов. Санкции, уже последовавшие, по словам Сергея Шамба, при этом широко не обсуждаются. Удивляет другое, что общество и самих представителей вот этих оппозиционных сил волнует вопрос о лишении гражданства, возможного еще неизвестно, а не волнует вопрос того, что уже последовали санкции. Вот о чем мы должны говорить и беспокоиться. К чему приведет нас такая ситуация, как из нее выходить и какая ситуация сложится в Абхазии, если такая конфронтация будет продолжаться. Я думаю, что наше общество должно быть обеспокоено именно этими вопросами в первую очередь. Сергей Шамба также сообщил, что президент выехал в Москву для проведения переговоров. Сейчас президент находится в России, будут у него встречи, будем как-то думать, как это выходить из этой ситуации. Но мы уже получили документ, в котором говорится о том, что прекращается вот это финансирование и что переток электроэнергии надо. Это первые шаги. Ну, посмотрим, как выходить. Если, во всяком случае, до конца года это будет сохраняться, то, я не знаю, многие пострадают, конечно, но нам нужно думать, как в этой ситуации выживать. Потому что найти средства для того, чтобы восполнить эти потери по выплатам дополнительным госслужащим и по оплате электроэнергии, это половина нашего бюджета. Наверное, может, придется останавливать другие статьи какие-то. Ну, будем искать выходы, конечно. Но если так ситуация будет и дальше развиваться, конечно, у нас много проблем будет для вообще нашей государственности. Я думаю, что вот этот вопрос должен больше всего беспокоить общество. Как отметил Сергей Шамба, случаи лишения российского гражданства ранее имели место быть в Южной Осетии. Подобная санкция возможна и в Абхазии. В сегодняшнем мире это очень применимая, вполне применимая санкция. Вы знаете, ее используют сплошь и рядом. И зачем далеко ходить, когда вот депутатов парламента Южной Осетии лишили российского гражданства? Это прерогатива российской стороны. Министр иностранных дел прокомментировал перспективы развития абхазо-российских отношений на фоне появившейся динамики к улучшению отношений между Россией и Грузией и грядущим парламентским выборам в Грузии. Но мы не знаем, как будут развиваться взаимоотношения России и Грузии. Я-то считаю, что в наших интересах, чтобы они нормально развивались, потому что я не верю в то, что Россия может там отозвать признание независимости. Ну, как бы у нас здесь не сложилась такая ситуация, когда людям трудно будет выживать вообще самостоятельно. Вот этого нужно в первую очередь бояться. А там, что Россия и Грузия когда-то установят нормальные отношения, я думаю, не должно нас пугать, потому что мирные взаимоотношения с соседями всегда в приоритете, мне кажется, у любого государства. Поэтому, если придет туда оппозиция, которая настроена конфронтационно, я не думаю, что это в наших интересах. Сергей Шамба также прокомментировал намерение оппозиционных сил провести народный исход. Ну, я не думаю, что это будет способствовать улучшению отношений. Хотя, если собирать сход, то нужно его собирать не по вопросу, там, что кого-то могут лишить гражданства, что еще неизвестно, будет сделано или нет, а вот по вопросу, как нам дальше жить в такой ситуации, когда вот такие взаимоотношения с Россией начинают портиться. Ну, мы уже видим первые шаги того, что ситуация значительно изменилась по сравнению с той, которая была, и она может еще ухудшаться. Поэтому можно у людей, конечно, было бы спросить, у всего народа, как вы готовы, к чему вы готовы? Готовы ли вы затянуть пояса, жить, как это было тогда, когда мы были в блокаде, или нет? Ну, все это, да, вопросы, которые можно спросить у нашего народа. По завершении брифинга глава МИД отметил, что у России, как у главного стратегического союзника и партнера, накопилось недовольство в отношении Абхазии, и отношения двух стран значительно изменились в последние годы. Усугубление отношений с нашим единственным стратегическим союзником, конечно, не в наших интересах. Мы
надеемся на и военную защиту, не только экономическую со стороны России. Мир сегодня меняется, и угрозы в нашем макрорегионе происходят, мы знаем какие, и Украина, и Россия, которая в такой находится сейчас ситуации, Ближний Восток. Это же то, что в Карабах, Азербайджан произойдет, это же все наш регион. Черное море, на котором появились разведыватели, самолеты американские, происходят столкновения какие-то тоже на море. Это все должно беспокоить нас в первую очередь. Далее на площадке инфоцентра состоялся брифинг секретаря безопасности республики. Основной темой встречи с журналистами стал также упомянутый ранее предполагаемый протокол встречи в администрации президента России и сферы безопасности и обороноспособности Абхазии. Тот протокол, который появился в телеграм-каналах, я его там изначально и увидел. Этот протокол Совбез не поступал. Мы его не видели. Мы его видели в телеграм-каналах, оппозиционных телеграм-каналах. И, конечно же, начали выяснять. После этого нам поступило письмо, вот оно здесь, я его с собой захватил, от нескольких партий, общественных организаций Абхазии. И они здесь просят прокомментировать, насколько достоверная этот документ или недостоверный. Еще раз повторяю, мы этим документом не обладаем. Официально он к нам не поступал. По каким-либо другим каналам подтвердить его мы не можем. Рауль Лолуа подчеркнул, что источники попавшего в социальные сети документа будут выясняться. Что касается самого документа, каким образом он попал в Абхазию, как он попал на эти каналы, телеграм-каналы, мы, конечно, будем выяснять, каким образом, через кого. И, наверное, это тоже важно для нас, какую цель преследовали те, которые этот документ, неофициально получивший в Абхазии, какую цель преследует этот документ. Лолуа прокомментировал вопрос, касающийся возможных последствий санкций для сферы безопасности республики. Он отметил, что между Россией и Абхазией подписано много соглашений, в том числе и касающихся обеспечения военной безопасности. И данный вопрос сейчас прорабатывается. Нельзя забывать о том, что Российская Федерация, российские вооруженные силы помогли нам освободить верхнюю часть Кадорского ущелья, помогли нам восстановить нашу территорию, то есть мы вышли на свои государственные границы. И в этом ключе мы получили поддержку финансирования с Российской Федерацией. Финансирование проходило изначально по блокам Министерства обороны, внутренних дел, Службы государственной безопасности. Это очень существенно нам помогало. Сейчас есть определенная беспокойность о том, что финансирование по этому блоку тоже будет сокращено. Мы прорабатываем эти вопросы, но уже сегодня можно сказать, что часть финансирования по социально-экономическому направлению – это медики, это учителя, финансирование приостанавливается. Секретарь Совета Безопасности отметил, что абхазская сторона выполнила больше половины пунктов, прописанных в программе социально-экономического развития Абхазии на основе гармонизации законодательства России и Абхазии. Из тех пунктов, которые в плане гармонизации были у нас прописаны и согласованы, и подписаны, их более 45, больше половины уже выполнено. Остальные выполняются частично. Какие-то проекты законов находятся в парламенте. Парламент их рассматривает. И российская сторона во всех документах прописывала в случае невыполнения взятых на себя обязательств, то российская сторона приостанавливает финансовую помощь по тем или иным направлениям. Рауль Лолуа подчеркнул, что Абхазии необходимо укреплять отношения с Россией. Конечно, различного рода высказывания, какие-то разных
информационных агентствах тоже не улучшают наши отношения. Россия ведет очень тяжелую войну. Вы знаете, как принимаются решения, в том числе в отношении тех граждан, в том числе России, которые не поддерживают специальную военную операцию. Россия сама принимает такого рода решения. Наша задача за всем этим внимательно следить и призывать всех тех, которые ответственные, наши ответственные политики, не ухудшать наши отношения, а улучшать. Рауль Лолуа также прокомментировал безопасность Абхазии в сфере динамики к улучшению отношений между Москвой и Тбилиси. Мы внимательно следим все то, что происходит на территории Грузии. Вы знаете, что скоро там будут выборы, тяжелые выборы. Там тоже ситуация накалена. Поэтому мы не можем игнорировать или не обращать внимания все, что там происходит. Отношения сегодняшней власти в Грузии с Россией более не менее стабильные. Мы тоже за этим внимательно наблюдаем. Вы знаете, что они не присоединились к санкциям, что там принят закон об инагентах и так далее, и так далее. Поэтому нам опять же здесь всем, нам, абхазской стороне, в отношениях между Абхазией и Россией мы должны быть сконсолидированы. Мы должны в целом, в общем, двигаться в одном направлении. Мы можем спорить по нашим внутренним каким-то вопросам, по каким-то сложным внутренним вопросам, но в отношении России, на мой взгляд, мы должны быть сбалансированы. В завершении брифинга Рауль Лолуа подчеркнул, что Абхазия должна ответственно относиться к отношениям со своим стратегическим партнером, ведь Россия – главный гарант безопасности республики. Рада Чичава, Рамо Камке, Абхазское телевидение.